оренбургские хоккеисты, участники сегодняшнего торжества, уже в раздевалке, ведь каждому из них не терпится поскорее выйти на главную арену спортивного комплекса – на каток. Поэтому и переодеваются в спешке, прежде чем выйти на лед. Радости своей такому огромному подарку, как ледовый комплекс, ребята не скрывают. Эта арена больше, лед тоже большой. И здесь хочется заниматься, потому что новое и лучше. Открытие Ледового дворца для юных спортсменов ознаменовано еще одним приятным подарком. Поздравить жителей республики со второй ледовой достопримечательностью по приглашению главы региона приехали именитые спортсмены, звезды российского и мирового хоккея. В своем выступлении Юнусбек Евкуров подчеркнул, что и в дальнейшем спорт в Ингушетии будет только набирать обороты. К большому счастью, у нас есть огромное советское прошлое в хоккее и российское главное будущее. И вы тоже все хоккеисты, которые и в вашем лице ваши коллеги, которые будут сегодня, вчера и завтра, тем более заниматься хоккеем, именно дети из Кавказа, вы тоже будущее большого хоккея нашей великой страны. Прославленный советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Его именем и назван новый Ледовый дворец. Он один из 6 членов символичной сборной столетия Международной федерации хоккея. Тем, кто делает первые серьезные шаги в этом виде спорта, Вячеслав Фетисов рассказал, что в этой академии ребят будут учить по современным методикам мирового хоккея. Правильно сказал Юнусбек. Это те люди, которые должны для вас быть ориентиром. Ну а самое главное, мы сегодня открываем академию, где, ребят, я уже к вам обращаюсь, мы вас научим играть в хоккей, мы вас научим трудиться, ставить перед собой большие цели, вместе командами двигаться к достижению больших результатов. Я точно знаю, что родителям сегодня очень важно, чтобы мальчишки были при делах, чтобы у них была цель в жизни, чтобы они могли, имея кумиров, двигаться по жизни. Огромное спасибо руководству республики, руководству Роснефти, что они проделали такую огромную работу, и в республике появился такой спортивный зал. Хочется пожелать всем вам успехов, хочется пожелать, чтобы через какое-то время, 5-10 лет, вот эти мальчишки среди вас, которые стали бы игроками сборной России, стали олимпийскими чемпионами. Зрительские трибуны на 650 мест, раздевалки и душевые кабины. В Ледовом дворце созданы все условия для маленьких хоккеистов. Здесь опытные тренеры будут заниматься профессиональной подготовкой ребят. В спорткомплексе будут проводить различные массовые спортивные и культурные мероприятия, в том числе и хоккейные матчи, показательные выступления по фигурному катанию и различные соревнования. На базе комплекса откроют и секцию по обучению катанию на коньках для всех желающих. Это действительно очень зрелищный, очень красивый дворец спорта. Мы учли те недочеты, которые у нас были при строительстве первого Ледового дворца, сделали побольше зрительским месту, где-то у нас 650. Мы где-то, если уплотим, где-то до 1000 человек можно разместить. Мы, то есть, можем провести не только тренировочные процессы, то есть и провести турниры, проводить турниры здесь мы будем. С чистого листа начнем набирать новые группы хоккеистов. Также мы планируем здесь развивать и фигурное катание, и также массовое катание для населения. Сегодня площадка, которая построена Роснефтью, соответствует всем стандартам. Дворец стал подарком не только для детей, но и родителей. Стоит ли говорить, что трибуна сегодня заполнена теми, кто всей душой болеет за маленьких хоккеистов? Мой сын занимается в хоккейном клубе «Магаз». Я слышала, что они сейчас переходят сюда и будут здесь заниматься. Я очень рада этому. Очень прекрасная хоккейная арена. Мы успели уже покататься, нам нравится лед, нравится арена. Памятные фотографии, что важнее, ценные советы от легенд хоккея придают ребятам перед началом товарищеского матча заряд бодрости и сил. Хотя и предстоит им только товарищеский матч, спортивный дух и желание побеждать у них никто не отнимает. Мы долго тренируемся, опыт у нас есть. Хоть это и товарищеская игра, но мы настроены на победу. Открытие самой арены ознаменовали вбрасыванием первой шайбы.
Ледовая арена «Бешлом» – это то место, где будут строить большое хоккейное будущее республики. Именно здесь ребятам предстоит достигать своих спортивных успехов, развивая в республике еще один вид спорта. Новая арена, новые возможности. Этот лед уже обкатали. Площадка позволяет демонстрировать более быструю и динамичную игру. Теперь необходимо вырастить настоящих мужчин, которые будут показывать отличный хоккей. Лейла Гайсанова, Рамзан Миржоев. Новости 24.